Беларусь к концу года должна иметь собственное производство ходовых боеприпасов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам оснащения вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь. Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ. Вы тем более знаете об этом. Нам придется укреплять нашу обороноспособность, заявил глава государства. То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ. Вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах. Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные, по-нашему, средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и «Градам» оснастить наши установки. «Град» и 152-е. Расход по войне, опять видим, очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе, Рейнметалл и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов. Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов. В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники, на склад, которые не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам. И еще я не хочу, чтобы правительство в сторону уходило от этих проблем, но у каждого свои задачи.
С Ангелом Генриховичем мы вчера вечером разговаривали на эту тему. Финансирование вместе с министром финансов и прочее, вы за это отвечаете, а вот организация и контроль должна быть на государственном секретариате и комитете государственного контроля. Разберите, кто что будет контролировать.